Geriye pırne ya. Бери, знаете, чувашского, да? Ну, молодец, героизм. Обрадовался, не знаю, почему. А мы знаем по-русски. Если я понял, это Чувашская республика. Вы не родились, я тут живу. По-моему, кажется, Вы человек... не знаете, стыдно. По-моему, кажется, человек, проживший всю жизнь среди чувашей, не знает чувашского языка, просто не уважает чувашей. Дайте нам по-нашему. Устали ой, по порядок. Что вы в какой стране живете? Все, Миколай. Küt yala ötüp, esmek poksa şöyle gençin bek şöyle. Пожалуйста, дайте. Bizim primar da sesim. Давай bulamaz İdrar sürüyorsun diye kullanıyorsun. Bulamaz bir Bunda депутат dizimiz yani. Kurmaşımızı başlıyoruz. Никогда такой не было. Машина зем şuraya geçiyor. Валера, а вы на машину dizimiz kim olur? Ну, вот всегда херенедер, шел мне прям километр решение. Şirin bin için bulacak para. Тоже Şirin bin. Валера, Şirin bin İngiliz. а кундан знак алага? Машина зем şuraya çıktı. Клинтон, Катя, Америка какая, вот здесь принимает Клинтон. Всех, как хвалит Федорова. Твое дело сообщить, твое дело разобраться. Все по-нашему делает. 60 миллионов в Жириновском пристал, что против вчера. А коммунист, он прям сказал. Это же стыдный позор. Мы люди, не будем стоять. Вот сюда, вот сюда. Вот правильно, вот, вот. Пашкундала. Написать Бара, нас еңбек пен қылмады, нас испытеть болды. Құрдақ национальный қалай күйде, қалай бұнда Почнес, а сендер сияқты рас пойдем берген. вообще политика. Нет, не весно, кажется, президент. Не депутат, Бара акаллара келмеле бу шагында. Шарызын малы. Акыллардан келме. Олег, пошла, мана бар. Иради? Так, бара миле. Шагында бара келмеле. Так, акундала келе. Кундала келе. Чика бушлапты. Японlar.
Владимир Александрович, так, Юлдашев. Bir gün asaman şop. Şop bir zaman. Önce bayan, Çavaş Nazi Kongres Prezidiumi, Çınzak alanın bir, Çavaş Respublikinci suverenitede hüdülegen komitet dergelene miting ujılını dizeye şutlabı. Bu mitingande bir iri gitne, ana birin sanksiyoneri tunu, birin payanki mitingrande utparden bir idu, payan paçalık anajın deputatı zem, Халықран вұрттын, кезінде урак, Конституция проектіне мәжіндезе нистада пизетлемейін, негамдана үтлаши халық буламан, қажа журналда тухман, анжақта өзен паян үран, ся Конституция проектіне ежі нашын шуғышпа күштарынны. Әндемен қаламалы, бірін чываш халығы, пенде екшер бадырултымы шулда, қайын патшалық не шуатлық үшін, нумай әмір ғұши, кебір ғұд, негама пағынман чываш патшалығы тұвас тезе, Əmətlərinə, qurunna. Şak əmir qışlamışın diye, 25 yıl zince, Tayran Tinde'de kaçıyor, Toğrun Birlemiş, Toğrun 25 yıl zince, Ebel Çanak'ta, Kebir Kut, Tamırın Patşalığın birisiye turumur demelli. Konstitusiya deyişindimir, Prezident da birim bor, Patşalıq suverenizasyon kalagan, Deklarasiya deyişindimir, Kebir Konstitusiya был birin, Malala adalanza pının, udumın bulmalatı, Şel bölünde, Şak Konstitusiya yıjınzan, birinci vaş patşalığı pədez, Хорушықта пиде бізік, бұл Конституция тұрық, проект тұрық, бірін пулас, президент, патшалық чілгізіне пәлмезінде бұлдара демеш, озырын бүсіне құттемілі патшалыққа да бір-біріне беседіраган, інде органзен бұлмалы, инструментсен бұлмалы, Конституция суди бұлмалы, контрольба суйлав палаты бұлмалы, тада үтті ябалаза, гражданлық шинжен қалаған закон бұлмалы, суверенитеті мал адаландырмалы, шак ябала переде шүккі. Шан бады, Чуваш Республики суверенитетіне күделеген комитет, шак Конституция проектіне письмен пожалуйте за хақпарат, тадем депутатсене, шак Конституцияне ежілмалла мардезе чынзе қалады. Керази? Керази. Халі сыма келет, Чуваш Наций Конгресін вице-президенте Владимир Александрович Иванов профессор. Хорошо. Он үшін Валентин Сергеевич Шурчанов. Тывансем, Чувашсем, Юн, Халық. Неменле тінчереде алы биллік худ, ют шыршыва азынаган, ют шелгене азынаган, ют конституция азынаган шука. Пур конституциреде тінчере президент херек шулдан гына булма булдырать, пирин гына чываша пырать. Отыр жолдақ, шеден, немде білмелі мар, негамада ерсе бімалы мар. Тенжере пәдем демократиялы конституции герб ба, гимн ба, ялав ба бұшланат, візене шырзагдартны бе. Пирін пір сымақта жоқ, апла болсасын, баянки конституция шырзасын, ежынзасын пирін выл вешек пәдет. Шавын бада, президент пірчілге гына білмелі тені девал, пәдем бек чыважа кереш. Кударан чен чываш, мен шулза шинзе, шабышса юнне юхтарза тарлаза шлезе, шинзе илне, шав ябалазем бежек бітме бұлдарашы. Шавын бада, баян пірле бұлза, пәдем юхым. Ерінші ваш нация конгрессе партизен юхымызен пірле бұлза, шағы конституция сивлезе, ежынма депутацияне ирік памаламар. Тавзире. Валентин Сергеевич Шурчанов, Тарашин. Спасибо, да. Хизепле индерсем. Курниде пидебузык салам. Нет, я по-русски буду говорить. Раз вы там недовольны, давайте так договоримся. Во-первых, тишину установите, пожалуйста. Тихо. Госсовет первого созыва, здесь вот депутат Тимофеев тоже присутствует. Когда Конституционная комиссия внесла в проект Конституции, мы сразу поняли, что там все демократические принципы, по сути дела, не раскрыты. Более того, вот этот проект, он намного ухудшает даже недемократический проект Конституции Российской Федерации, который был принят в 1993 году. Это самый, по сути дела, был худший вариант Конституции Российской Федерации 1993 года, который, кстати,
Чувашской Республики мы не приняли. То есть практически Конституция России у нас тогда не проходила. Мы 4 года пытались поменять, улучшить. Был разработан проект и внесен Чувашским национальным конгрессом. Потом коммунисты республики разработали свой проект, внесли. Но Конституционная комиссия, члены, большинство которых члены составляют сторонники президента, они, по сути дела, не стали рассматривать проекты ни коммунистов, ни вариант Чувашского национального конгресса. После этого оставался единственный вариант – тормозить принятие Конституции. И пока я был председателем Госсовета, я, насколько мог, это, в общем-то, сделал, надеясь на то, что время, прежде всего, поправит положение, что выборы в Госсовет второго созыва создадут возможность принятия работы над действительным демократическим проектом. Но у нас, как видите, не получилось. Коммунистов и их сторонников сегодня где-то 22 человека из 87. Это меньше, чем 1/3. И сегодня проект Конституции, они же все голоса умеют считать, они посчитали, что сегодня вариант, самый плохой вариант Конституции может пройти. И совершенно неожиданно, ни с кем не посоветовавшись, не проинформировав общественность, внесли повестку дня. Я вот с Москвы возвращался где-то 13 или 14 июня, вдруг узнал, что на 21-е председатель Госсовета Кураков подписал открытие сессии по вопросу о принятии Конституции. Для нас это было неожиданно. Неожиданно и плюс нарушение существующего регламента. То есть сегодняшняя сессия, она созвана и будет проходить с нарушением регламента, потому что положение регламента там жестко, четко записано, что сначала проект закона должен поступить в Государственный совет от Головного комитета, только потом его можно будет рассматривать. А у нас пошло наоборот с пласта. Сначала объявили сессию, после этого начали, в общем-то, срочно собирать комитеты, начали нажимать, чтобы эта Конституция была бы принята. Что нас сегодня не устраивает? Я вам скажу, была даже попытка, и коммунисты, и их сторонники, и представители Чувашского национального конгресса защищали. Даже вот официальное название нашей республики, Чувашская республика, Чувашской республики, в проекте Конституционного комитета и затем уже согласительных процедурах осталось только как Чувашская республика. Нам стоило больших усилий сохранить нынешнее название Чувашской республики, как это записано даже в Конституции Российской Федерации. Но если дальше идти по тексту Конституции, тем больше дров. Прежде всего, языками там сейчас решили, значит, записали, хотя, наверное, будут голосовать и представлять. Наши, конечно, сторонники, они за то, чтобы знания государственных языков обязательно у президента были. Раз. С другой стороны, президент, давайте возьмем, неограниченные полномочия. И даже по сравнению с ныне действующей Конституцией Чувашской Республики полномочия еще больше усиливаются. Он вообще выходит из системы власти, из системы разделения властей. Сегодня по проекту Конституции наш президент, если Конституция будет принята, он и не законодательная власть, он и не исполнительная власть, он и не судебная власть. Он просто остается главой государства, гарантом. Ну что такое гарант? Вы прекрасно понимаете, что это человек, который стоит вне власти. Потому что если мы куда-нибудь в банк идем, допустим, принимать кредиты, то нам банки говорят, найди гаранта, пожалуйста. Совершенно посторонние организации, которые делами не занимаются. Поэтому понимание и внесение в проект Конституции положения о том, что президент является только гарантом Конституции, а не исполнителем и, по сути дела, как бы говоря, защитником Конституции, это совершенно меняет дело. Далее. Госсовет не будет устраивать исполнительную власть или президента. По 3 мотивам в проекте сегодня Госсовет может быть распущен. 3 раза кандидатуру председателя Кабинета министров Госсовет не утвердит, можно будет Госсовет распустить. Так, бюджет не утвердит, можно Госсовет распустить. Калмыки, например, Илюмжинов додумался до того, что если 3 раза их законодательное собрание не проголосует за проект Конституции, который внесен, то ничего, так сказать, там хорошего не получится. А с другой стороны, как отрешить президента от должности? Отрешить, оказывается, никак нельзя, потому что сказано, что Госсовет может отрешить президента от власти только в случае совершения им, заметьте,
умышленного уголовного преступления, подтвержденного приговором суда. Вот попробуйте, так сказать, какой-нибудь московский, ленинский, Янтиковский районный суд президента будет судить, уголовное, так сказать, решение примет, после этого только Госсовет может рассматривать. Таким образом, полномочия президента и исполнительной власти усиливаются, законодательной власти, наоборот, уменьшается, Госсовет становится, так сказать, неполноправным, представительным, выразительным, как говорится, народу органом, а просто приспособлением, если хотите, понимаете, ширмой демократического института при президенте. Контроль за кабинетом министров практически там невозможно. Все предложения, которые были, так сказать, внесены, тоже невозможно. Но самое главное, сегодня как получается, в субъектах Российской Федерации президенты, практически за исключением там 2, 3, 4 республик и областей, могут работать только 2 срока, но не более. У нас в ныне действующей Конституции такое положение существует. Так вот, устроители принятия Конституции сегодня предлагают: давайте срок пребывания президента у должности полностью исключим, то есть он может 3 раза избираться, 4 раза избираться, 5 раз избираться, в общем-то, практически может бесконечное число раз. А вы знаете, раньше вон генеральные секретари, как вы все критиковали, тоже, так сказать, пожизненно, их пока не уносили, как говорится, служили. От этого в стране нисколько не было легче. Я думаю, и сегодня в Чувашской республике легче от этого не будет. Можно было бы говорить о многих других вещах. Я, наверное, на этом, как говорится, свое выступление завершу, но хотел бы вам сказать. Сегодня хотят принять Конституцию сразу в первом чтении, во втором чтении, а потом уже поднять вот флаг. Вот видите, флагшток уже приготовлен. Мы сегодня будем работать, действовать и призывать, чтобы Конституцию ни в первом чтении, ни в окончательном чтении не принимали. Мы будем голосовать против данного представленного, вынесенного на обсуждение Госсовета проекта, потому что этот проект антинародный. Более того, в экономическом содержании своем этот проект Конституции продолжает либеральные реформы, которые уже Российской Федерации в условиях Чувашской Республики провалились. Если говорить о социально-экономических правах, там нет положения о бесплатном жилье для народа, там нет бесплатного, по сути дела, здравоохранения гарантированного, там нет бесплатного образования. Бесплатным обязательным образование будет считаться только по 9 лет включительно. Все остальное может быть платным. Даже сегодняшняя наша Конституция есть всеобщее среднее образование, а там будет, собственно, положение Конституции только 9 лет, в 10-м можешь учиться, не учиться, ходишь, не ходишь, никого же, собственно, интересовать не будет. Там нет обеспеченной системы по старости, потому что пенсионный фонд сегодня, как вы понимаете, не успевает вас обслуживать, а в то же самое время государство уходит от защиты всех социально-экономических прав. А самое главное, государство не управляет ни экономикой, ни народным хозяйством в целом. В конечном итоге получается полный абсурд и полное безвластие, анархия при одном собственном монархе в республике. Поэтому мы голосовать не будем. Надо вместе быть, выступать и держаться. Пикет организуйте и стойте до тех пор, пока, так сказать, не будут принимать. Сегодня, завтра, все последующие дни. Никаких других вопросов нет. Вот. Спасибо вам. А что у депутатов нет внуков? Наверное, а мы сегодня, знаете, я не знаю, почему не выходите. Я за свою фракцию отвечаю, за коммунистов, их сторонников. Внуки у нас у всех есть, но вся беда сегодня заключается в том, что многие буквально за некоторые свои преимущества, буквально за 10 рублей готовы кого угодно сдать, продать, не думая ни о своих детях, ни о своих внуках. Сколько раз на выборы шли, наши кандидатуры не были поддержаны в связи с тем, что было досрочное голосование, что там предлагали деньги. Поэтому мы вот сегодня хотим хоть 10 рублей получить, но зато, так сказать, о будущем не думать. Так, в общем-то, нельзя, и нам самим нужно тут тоже воспитываться. Спасибо. Молодежный парламент почему не организовал сюда протест молодежи? Для них же Конституции в основном принимают. Значит, молодежный парламент – это приложение Государственному Совету, поэтому сегодня молодежный парламент поддерживает официальную позицию руководства Госсовета, официальное руководство Госсовета и президент сегодня хотят принять эту Конституцию, и, соответственно, молодежный парламент сюда выходить он не будет. Они стоят и боятся все. Они сегодня там, а завтра не будут. Да. Спасибо. Так, для сведения, Ну, спасибо. Так, Союз что чувашской молодежи СУВАР, молодежный парламент не вошел.
и является организатором этого митинга. Так, из Москвы Виталий Дмитриевич Жучков просит слово. Потом резолюцию, да. ендешсем дезен дюрать. Эбе шубаш хана поисраны сразу гунда келдим. Алы бин чваш пилне ман списекра, алы бин жинытла чваш. Шазен шугышне палардашыне. Урде эдер тукса каланы шугышсене камаларзене, урнеде шана ширпен сире ну сире сирн майла пурде. Сирн шугырзене палар кунда палартыр. Шавын майла пурде. Сире хюделеше, сирнжен яланахтыр шмахадер дезе калашыне пшана. Ну, майкалар... Сейчас переведем. Резюме так. Чуваши, проживающие в Москве, их более 50 тысяч, они целиком и полностью поддерживают все то, что здесь изложено на этих самых лозунгах и высказываниях, целиком полностью разделяют ваше мнение. Так что они готовы стать горой за вас. Вот я буду так говорить. Они все знают, что опыт ближайших республик, союзных бывших республик есть. Там глубоко и всесторонне записано в Конституции. А у нас выходит, что ущемляет ваши интересы. Давайте тогда до конца бороться и добиваться своих целей в этом плане. Вот я, наверное, в общих чертах. Благодарю вас. Юлдашсем, значит, просьба вот Кужарзабара Камаланмас, Чувашла. Но будем на двух языках, на чувашском, на русском, по просьбе вот некоторых у нас участвующих. Халинге бирень, вуны зегетре, пирень, пачалах канажа пушланет. Шамба де бирхаль, пачалах канажа депутатизм батне, Кураков лепатит. Халь, лепатит, Кураков таргашин. Башмаламарына, башмаламар, халиге жүргенли бол. Таргашин, лепатимоныч. Башмаламар. Салам лепатимоныч. Қаларға бұрысташан, ан бұрысты. Бұрыста қала. Лепатимоныч, прикс макулатра. Аскалы келема. Сирияда Арслан деген жатыр. Здравствуйте, дорогие наши избиратели. Дайте говорить, Господи. Дайте, пожалуйста, высказать несколько слов. Не перебивайте. Чарга. Первое, спасибо, что вы пришли. Высказывайте свое мнение, свою позицию. Второе, я специально вышел к вам для того, чтобы прочитать ваши лозунги, которые выражают ваше чаяние народа, мысли народа. Конституция должна быть конституцией народной, отражающей духовное состояние народа. И поэтому, я думаю, сегодня произойдет принципиальное обсуждение проекта новой Конституции. И, конечно же, бесспорно, депутаты, ваши избранники, я думаю, они придерживаются позиции принятия самого демократичного подхода принятия Конституции. Это очень важно. Моя принципиальная позиция как председателя заключается тоже в том, чтобы принять Конституцию, которая отвечает требованиям народа. И поэтому те предложения, которые были внесены, около 2000 предложений, они будут все учтены при обсуждении и принятии Конституции. Без этого принять Конституцию нельзя, невозможно. Это было бы преступно. Я в этой связи хотел бы сказать, чтобы ваши, конечно, депутаты, которых вы избрали, они занимали позицию, ту позицию, которую вы отражаете. К сожалению, не всегда это происходит. Я хотел бы, чтобы позиция была та позиция, которую они высказывали во время выборов. Что они обещали, они должны занимать такую позицию по всем направлениям деятельности.
И, конечно же, и другой конституции мы не хотим принять. Теперь хотел бы по-чувашски вам сказать. Кunda чавашла лозунг семсирнезер. Лайх лозунг семсирна. Азельне хирис ним никалама майзюк. Мерне недесин конституции хала конституции пулмазасын. Он мне конституции еженма кирлемар. Конституция был малавал ченчен сам конституции халаган пурнышне урмах социала пурнышне десин тивистеген конституции. Азельне бер шудайны мязесин конституции бере кирлемар. Ебе кишме булгарай масов. Хархи утра пурныш пиде наджарыне бер лайык билеттер. Политика на уштармалла. Политика на уштармазан. Не кричите. Труд на образование, бесплатное и медицинское обслуживание. Так, Кундарсы, сессия бешланает. Халенде bir seviyede par, sesi bitmezler. Kunda sağlamalan var diye. No, kamın kaymala, ancak pacıkına bitik diyorlar. Şagınbek keskegine депутатсан батне чензелзе Şagınbek резолюцию вазабрашын. Чуваш республикин патчалық канашне, Чуваш республикин патчалық шайне чагар за хураган, конституцияне ежинмаза хварма чензе галатпыр. Терези? Терез. Енженде Чуваш республикин патчалық канажы, шаг конституция ежинас пулзан, Чуваш республикин патчалық шайы чактныжын, тада шавнамай республикири наци худшынывызем, шивишленнежен яваплық подембек, республикан, сакунгалараган, тада өштоваган влажызем шине тейнет. Шобақ кебір кемеже кундан уявлаган Чуваш патчалығын куню үмен, Чуваш республикин патчалық канажы шабақта шак намыссыр, эже тума хаяс пулзан, Чуваш халық не, Чуваш республикинде бұрнаган пұрғалығада, шак кунзене нации траурын, кунибек палыртма, шак ежынова пурмай зембеде хиришлеме жынза галатпыр. Терези? Терез. Вот Шагынбек. По-русски переведу. Значит, митинг осуждает принятие такого проекта Конституции. По каким мотивам? Сказали выступающие. Второй пункт. Мы заявляем о том, что если такая Конституция будет принята, весь позор навеки ляжет на законодательную и исполнительную власть Чувашской Республики. Третье. Если такая Конституция будет принята, мы объявляем эти праздничные дни днем траура чувашского народа, чувашского и всех народов, проживающих в Чувашской Республике. Вот таким образом. Это будет не праздник, это будет траур. Так и знаете. Вот. А? Человек хал было забавно? Все. Так, мы хотим митинг, все. Все, байберка кираши. Сейчас у нас от имени комиссии, значит, на работе сессии Государственного Совета будут присутствовать, значит, Кузангай Этнер Петрович, Лукьянов Николай Егорович, Архипов Геннадий Николаевич, президент Конгресса, ну, я, как лидер Союза чувашской молодежи, кого забыл? Каткин, Сироткин. Вот. То есть мы приглашение получили. Сейчас поэтому, наверное, мы зайдем. А Виталий Петрович, наверное, молодец собран. Там, туда. Илья Иванов. Молоками покормят, там с кем?